Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем в прямом эфире, сколько человек заразились коронавирусом за сутки в Якутии и принимаемых мер против распространения инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова текущая эпидситуация в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется повышенной напряженностью. На настоящий момент указом главы Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым в целях обеспечения безопасности и здоровья граждан на территории республики продлен режим повышенной готовности до 31 октября 2021 года. В связи с чем сохраняется ряд тех ограничений, которые были установлены на территории республики. Прежде всего, базовым ограничением является сохранение социальной дистанции и соблюдение масочного режима. С точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации мы находимся на пороге, мы находимся в состоянии заболевания как по коронавирусу, так и в состоянии заболевания по гриппу. На настоящий момент 220 новых случаев ковид, новой коронавирусной инфекции. По данным Управления Роспотребнадзора зарегистрировано за последние текущие сутки, половина из которых, 125 случаев, приходится на столицу нашей республики, город Якутск. В связи с чем особо обращаем внимание на непосредственно ситуацию, которая происходит в торговых центрах, в местах массового скопления граждан на территории, в том числе города Якутска. Необходимо обратить внимание на те ограничения, которые остаются и действуют в соответствии с указом главы республики, связанные с ненахождением несовершеннолетних детей в различного рода учреждениях, в различного рода местах массового скопления. Сложной остается ситуация в двух южных районах республики, в Нюрингринском и Хангаласском улусе. Необходимо обратить внимание, что в Нюрингринском улусе сегодня характеризуется 10 новыми случаями, в Хангаласском 9 новых случаев. Аналогичная практически ситуация имеется в Мегино-Кангаласском, Татинском и Чурапчинском улусах, где зарегистрировано по данным Управления Роспотребнадзора 8 новых случаев. Необходимо обратить внимание, что Татинский, Чурапчинский и Намский улусы, где продолжает фиксация и увеличение количества случаев, характеризуются также и низким уровнем вакцинации. И, соответственно, на настоящий момент это и позволяет, этот низкий уровень и темпы вакцинации позволяют достаточно серьезно развиваться заболеванию и, соответственно, и самому вирусу как таковому. В Вилюйской группе улусов продолжается соответствующий рост заболеваний, пока они не вышли на стабилизацию. Соответствующих 7 случаев там зарегистрировано. Имеется соответствующие случаи в Ленском улусе 6, от Валданском и Верхневилюйском по 5 случаев. От 1 до 5 случаев еще зарегистрировано в 9 районах республики. Необходимо обратить внимание, что фиксация сегодня 1-2 случаев приводит, так как основные очаги являются семейными очагами. Семьи, большинство из наших семей – это большие семьи. И, соответственно, эти 1-2 случая через некоторое время становятся в более увеличенной цифре. Наиболее сложная сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вилюйском, Верхоянском, Намском, Татинском, Хангаласском и Чурапчинских улусах. На настоящий момент в тяжелом состоянии в республике находится 165 пациентов, из них 30 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. И главное, о чем мы сегодня говорим, это то, что из 165 пациентов в тяжелом состоянии 164 не вакцинированы. Данная ситуация показывает, и данный анализ показывает, что вакцинирование является тем способом и той формой, которая позволит нам прежде всего не давать возможности вирусу поражать организм полностью. На 4 октября 2025 года в Республике Саха-Якутия достаточно вакцины от новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что мы идем прежде всего
наличию коллективного иммунитета. И сегодня почти 353 881 человек, 841 человек получили первую дозу вакцины. Это лишь только начало вакцинации. Вторую вакцинацию у нас получилось 332 722 человека. Мы приступили к ревакцинации. Ревакцинировано 12 516 человек. На настоящий момент способом защиты детей, в том числе от новой коронавирусной инфекции, является снятие тех моментов, которые связаны с возможным заболеванием их гриппа. Поэтому обращаем внимание на необходимость вакцинации от гриппа. Обращаюсь к руководителям организации. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия номер 2070 от 30 сентября не менее 50% работников должны быть переведены на дистанционную форму работы, те, которые не вошли в постановление главного санитарного врача по Республике Саха-Якутия. Рекомендуем перевод беременных без учета срока беременности на дистанционную форму работы. Министерством здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора приняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность и быстрое лечение беременных. Тем не менее, необходимо обратить внимание, что на настоящий момент, тогда, когда у нас обращаются беременные с диагнозом ковид, их окружение, родственники, их близкое окружение, соответственно, их коллективы, очень многие не являются вакцинированными, что сегодня и приводит достаточно к тяжелой ситуации. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в республике есть доступная вакцина. Давайте все вместе сделаем так, чтобы быстрее избежать ситуацию, возникшую на настоящий момент. Вопросы, возникающие по вакцинации, по лекарственному обеспечению, вопросы по наличию коечного фонда находятся на ежедневном мониторинге, и, соответственно, при возникновении их отслеживаются все поступающие заявления и принимаются меры. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе, а мы идем далее. Переходим к выпуску новостей. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Сократить число проверочных и контрольных работ в школах. Министерство просвещения направило письмо с рекомендацией. Студенты АГАТУ осваивают технологии металлургической промышленности по якутской традиционной технологии. Дистанционное сопровождение пациентов. Якутия вошла в число регионов одного всероссийского проекта. Волонтеров, принявших участие в тушении лесных пожаров, наградили в минувшие выходные в рамках вручения Дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин». Гендиректор Единого ресурсного центра Ольга Вешникова поблагодарила и вручила поощрительные подарки 5 волонтерам, которые все лето работали в общественном добровольческом штабе по борьбе с природными пожарами. Штаб работал до конца августа. Со дня его создания участие в тушении пожаров приняли более 2000 добровольцев. Также там концентрировалась работа по сбору гуманитарной помощи, пожертвований инструктажу и отправки волонтеров на пожары. Отмечается, что силами Единого ресурсного центра в штаб привлекли около 7,5 миллионов рублей. К другим темам. Навигационный период для маломерных судов завершится в нескольких районах республики уже сегодня. Ожидается закрытие навигации в Абыйском, Алайховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Омском, Аймиконском районах. Также с 11 октября навигационный период завершается в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском и еще в 12 районах республики и на территории Якутска и Жатая. А вот образование первого льда на реке Лени в республике прогнозируют приблизительно 12 октября. По информации гидрологов, первый лед на Лени образуется у села Кюсюр в Булунском районе, а 13-14 октября на участке Жиганс-Сангары. На отрезке Якутск-Покровска образование льда ожидается 17 октября, Ленск-Алеквинск 18-19 октября. Министерство просвещения России направило главам регионов письмо с рекомендацией систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей. По словам министра просвещения России, субъектам также рекомендовано снизить отчетность для педагогов. Он рассказал, что министерство высказало позицию о том, что если ведется бумажный журнал, то не ведется электронный классный журнал. А если ведется электронный классный журнал, то не надо заполнять бумажный. Предполагается, что уменьшить число контрольных в школах
можно за счет всероссийских проверочных работ, которые смогут заменить региональные и муниципальные мониторинги и срезы знаний. Напомним, что ранее Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года сократить число проверочных и контрольных работ в школах. Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день, который считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Каждый год около 1000 врачей от этой организации помогают людям в разных странах, в том числе и в горячих точках, оказывая медицинскую помощь всем попавшим в чрезвычайную ситуацию безо всякой дискриминации и различия. Главная цель доктора любой национальности – это улучшение и сохранение здоровья пациентов. В Якутске прошло совещание по внедрению системы дистанционного сопровождения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Это всероссийский проект, который в экспериментальном режиме проводится в 5 регионах страны, в том числе и в Якутии. В совещании приняли участие 20 специалистов, отвечающих за медицинскую и социальную работу с людьми пожилого и старческого возраста. Были рассмотрены вопросы о наставничестве в первичном медицинском звене, системе долговременного ухода, а также взаимодействии социальной защиты и медицины. Это все требует большой работы, согласования, очень много аспектов. Требуются новые нормативно-правовые акты, требуется понимание системы финансирования. Да, все эти вопросы мы понимаем, они еще открыты. И сейчас мы начинаем этот путь и хотим как раз обсудить, по каким путям, в каком направлении мы можем идти. Студенты инженерного факультета АГАТО осваивают навыки прямого восстановления железа. Все это происходит по якутской традиционной технологии, но получение кричного железа – это очень сложный процесс. Сначала нужно собрать железную руду, далее ее измельчают как порошок, потом закладывают руду и древесный уголь слой за слоем в специальной печи почти 1000 градусов. Все это делалось несколько раз, и в результате обжигания получается кричное железо. Отмечу, что студенты агротехнологического университета занимаются реконструкцией традиционной металлургии с этого учебного года. На днях была запущена печь, где в результате отжига получилось почти 6 килограммов крицы железа. Таким образом, молодежь осваивает технологии металлургической промышленности. Очень отозвались на наше мероприятие, на наше это начинание мастера республики, такие как УМУС, это Свилюйска, там и другие тоже знатные мастера, и они это поддерживают. И, соответственно, у ребят очень проснулся большой интерес. То, что сейчас мы получили такую аморфную часть кричного железа, они сейчас с нетерпением ждут, что же мы из него выкуем, да? А там целые технологии. Поэтому, не зная этих, конечно, полноценно быть инженером, я считаю, невозможно. Мы следим за развитием событий. Продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Не переключайтесь. Далее предлагаем обзоры